Коми отметили один из 12 главных церковных праздников – Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Этот праздник традиционно отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой, а уже с понедельника, с сегодняшнего дня, начинается неделя наиболее строгого поста – Страстная Седмица. Божественную литургию в воскресное утро отслужили и в соборе преподобных Зосимы и Савватия в Кылтовском женском монастыре. В этот день святыню посетило свыше 150 жителей Книжпогосского района и Сыктывкара. В числе паломников оказался и Евгений Ракин. Накануне Страстной недели в соборе многолюдно. Жители со всей республики съехались в Кылтово на Вербное воскресенье. Люди едут по разным причинам – в поисках чудодейственного исцеления, помолиться за благополучие родных или очиститься. Мы узнали об этом в газете и решили в такой праздник посетить монастырь, чтобы немножко очиститься, набраться всего светлого, чистого. Конечно, все надо помогать и реконструировать. Потому что видно, что в храме это легко. Понимаете, стоишь и чувствуешь, когда заходишь, да, храм тяжело, легко, но сюда заходишь, прямо легкость просто идет. В этом году собору преподобных Зосимы и Савватии исполняется 120 лет. За это время помещения храма становились и детской колонией, и тюрьмой, и сельским клубом. Воссоздание богоугодного места началось в конце 90-х. Сегодня святыня значительно преобразилась. Установлены пластиковые окна, внутри порядок и чистота. А этим летом, благодаря силам покровителей, в богоугодном заведении появится особая система отопления с теплыми полами и котлами длительного горения. В ближайшее время мы еще будем перекрывать крышу на соборе, будем устанавливать 4 купола, которых не хватает, и все. И будем его штукатурить уже начинать в этом году, так как мы окна сделали, отопление сейчас сделаем, мы сможем круглый год уже работать внутри. Кстати, концепцию восстановления храма разработали выпускники Ухтинского университета. В это время студенты из Сыктывкара помогали разбирать тюремные завалы. Самое ценное, что мы нашли во время раскопок, это частица иконостаса. Она небольшого размера и покрыта позолотой. На ней прямо позолота такие осталась, сохранилась до наших дней. Эта частица, она в хорошем состоянии. Скорее, в соборе там просто все закрыто и влажность не попадала, и благодаря этому она очень хорошо сохранилась. Тем временем Кылтовский женский монастырь не только место паломничества. Здесь люди проходят социальную реабилитацию, оздоравливают дух с помощью молитв и труда. А работы тут хватает. 40 телят, 5 коров и около 200 кроликов. За всеми нужен уход. Первые годы, конечно, мало оставалось. Сейчас, последние где-то 5 лет, у нас практически люди остаются по году, по 2, пока придут на нормальное состояние, возвращаются к жизни. А здесь они очень большую помощь оказывают. Мы практически людей не нанимаем, ни бригады, ничего. Мало того, что они такую всякую работу делают, хозяйственную, они дрова заготавливают. Очередное богослужение в соборе преподобных Зосимы и Савватия пройдет в ночь на 20 апреля. Крестовоздвиженский Кылтовский монастырь полноценно готовится к пасхальной ночи. Евгений Ракин, Олег Юшков, телеканал Юрган, Книжпогосский район.